Здравствуйте, вы смотрите новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Люди старше 60 лет в приоритетной группе. В республике продолжается массовая вакцинация от коронавируса. 850 миллионов рублей на социальные проекты. Компания «Алроса» и Целевой фонд будущих поколений продолжают сотрудничество. Юбилей у Тампонского улуса. В этом году район отмечает 90 лет со дня образования. В республике продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Напомним, что Минздрав страны включил людей старше 60 лет в приоритетную группу. К примеру, сегодня 86-летняя жительница столицы Валентина Малеева в сопровождении соцработника подошла в республиканскую клиническую больницу номер 3, чтобы получить первый компонент вакцины ГАМ-ковид-ВАК. Перед процедурой она прошла собеседование с врачом, ей измерили температуру, артериальное давление. Также она заполнила анкету и форму добровольного согласия. Второй компонент вакцины она получит 11 марта. Вакцинация в Якутии, напомним, проводится в 44 медорганизациях, развернуто свыше 150 пунктов. Кроме этого, создано 110 мобильных бригад. Сейчас после вакцины у меня хорошая. И не заметила совершенно, как поставили. И вот сейчас ничего не ощущаю, ничего. А среди ваших знакомых кто-нибудь получил уже вакцину? Вакцину получила сестра моя и вторая сестра. Но теперь во второй поток они пойдут вот скоро. У них все в порядке? У них все в порядке, они ходят на ногах, и все хорошо у них. И поэтому вы решили последовать их примеру? Да, и я тоже решила вот так проверить саму себя. Вакцину продолжают распределять по районам республики. Очередная партия ГАМ-ковид-ВАК поступила в Хангаласский район, на этот раз в количестве 550 штук, а всего с начала прививочной кампании от COVID-19 в район поступило 1410 доз вакцины. Все подробности у нашего корреспондента в Хангаласском районе Виолетты Засимовой. По состоянию на 18 февраля в Улусе зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала 2021 года диагноз COVID-19 поставлен 70 жителям. Из них 53 уже выздоровели. В данный момент в инфекционном отделении в поселке Махсакалох лечение проходит 6 пациентов. Пациентов в тяжелом состоянии нет. 7 хангаласов получают лечение в городе Якутске. Полным ходом идет вакцинация населения от COVID-19. На сегодняшний день первый компонент получили 1058 человек, второй компонент – 759 человек. При вакцинации приоритет отдается пожилым людям и категориям граждан, работающими с людьми. Вакциной охвачены дальние, южные и заречные наслега. При следующем поступлении вакцины будут привиты жители долины Эркяни. Однако ранних выводов делать не будем. Сейчас теплеет, поэтому призываю вдвойне ответственно относиться к своему здоровью и не терять бдительности. Очередная партия вакцины ГАМ-ковид-ВАК в количестве 550 штук была распределена следующим образом. Село Исид – 100 доз, село Катылджура – 200 доз, Едяй – 40 доз, село Синск – 60 доз, город Покровск – 65 доз, село Титебе – 25 доз, село Кердем – 25 доз и село Качикаце – 35 доз. Жителей наслегов долины Эркяни начнут прививать при следующем поступлении вакцины. Что касается переболевших граждан, то они могут пройти вакцинацию после 6 месяцев с момента выздоровления. Буквально позавчера вышла статья, старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан дала интервью РБК. Интервью оно размещено, это официальное интервью, Всемирной организации здравоохранения, где она сказала, что переболевшие в легкой или бессимптомной форме могут прививаться, и что вакцина, она служит бустером для иммунного ответа, то есть усиливает иммунный ответ организма, усиливает иммунитет. Хангаласская центральная районная больница также сообщает, гражданам, прошедшим вакцинацию, следует продолжить носить защитные маски в общественных местах и часто мыть руки. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
К другим новостям Айсен Николаев провел рабочую встречу с Георгием Степановым. Глава Якутии и руководитель Пенсионного фонда республики обсудили вопросы взаимодействия органов власти и регионального отделения государственного учреждения. Основной темой встречи стало внедрение единой государственной информационной системы социального обеспечения ЕГИСО. Это площадка, которая позволяет получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней. Айсен Николаев заявил о необходимости продолжения активного участия региональных и муниципальных властей в развитии этой системы в Якутии. В Горном Улусе создана и утверждена рабочая группа и положение по реализации пилотного проекта «Социальное сопровождение семей, нуждающихся в социальной поддержке» в целях вывода из трудной жизненной ситуации. Утвержден план мероприятий. На первом этапе провели прием первичной документации. Всего речь идет о 45 семьях. С ними будут вести работу по необходимой поддержке. По итогам нашего пилотного проекта мы должны вывести их из трудной жизненной ситуации, оказав им помощь по трудоустройству. Также семьи должны организовать себе ОПХ, КХ или стать индивидуальными предпринимателями. 850 миллионов рублей компания «Алроса» направит в целевой фонд будущих поколений республики в этом году на реализацию социально значимых проектов. Все это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве, рассказывает Дмитрий Тымыров. В конце прошлого года истекло действие соглашения между «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений, которое было рассчитано на 5 лет. С этого года Целевой фонд будущих поколений начинает реализацию новой концепции развития на период до 2025 года с целевым видением до 2032 года. Так, в рамках подписания данного документа предусматривается реализация проектов опережающего развития региона, строительство объектов социальной инфраструктуры, создание условий для развития детей и молодежи. В целях реализации этой миссии мы подготовили ряд приоритетных проектов, которые мы будем реализовывать в течение этого времени. При этом надо сказать, что 90% поступлений в фонд – это поступления от акционерной компании «Алроса». Поэтому заключение этого соглашения для нас является ключевым условием для реализации нашей концепции, для реализации этих приоритетных проектов. По условиям соглашения «Алроса» продолжит оказывать фонду целевую финансовую поддержку. Напомним, с 2011 года компания выделила фонду на решение социальных задач более 7 миллиардов рублей. Данное сотрудничество является одним из масштабных направлений благотворительной деятельности «Алроса». Только за последние 5 лет на средства компании в Якутии было построено 13 объектов социального назначения и реализованы более 150 крупных проектов. На эти средства будут построены, отремонтированы здания, сооружения в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта. В селе Барагонцы будет построен культурный центр имени Василия Васильевича Кюльмнюр. В селе Намцы будет построен дворец культуры и духовного развития и другие социальные объекты. Впервые соглашение о сотрудничестве между «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений региона было подписано в 1993 году. В 2016-2020 годах основные средства, поступающие от «Алроса», направлялись на реализацию 5-летней целевой программы фонда «Во имя будущего». Помимо нее, с 2019 года «Алроса» финансирует через фонд комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающих на этих территориях. И в этом году из этих выделенных средств 150 миллионов будут предусмотрены на обеспечение чистой водой жителей Вилюйской группы улусов и села Жиганск. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Амгинский район доставляют сено в помощь хозяйствам из-за неблагоприятных погодных условий. Летом невозможно было выполнить план по заготовке сена, поэтому многие хозяйства нуждаются в дополнительном приобретении сена. Всего по району запланировано доставить 2719 тонн сена. На данный момент завезено 48% сена из Горного, Вилюйского, Ангаласского районов, также из поселка Хатассы. Погодные условия в прошлом году не могли, вот сена у нас не было. Вынуждены были купить из других улусов. Я вот купил из Ангаласского улуса, вот возим сейчас. Но мы
стараемся экономить. Ну и одну сторону экономить. Если сейчас мы экономим, тоже плохо, потому что отел идет. Сейчас нельзя уже экономить. Поэтому мы всех сил хотим, чтобы они полноценные корма, чтобы получили наши вот эти скотины. А сколько у вас запланировано? 350 тонн. Ну, почти 200 тонн уже перевезли. Еще 150 тонн надо перевезти. В Сахатеатре имени Аюнского весь февраль посвятят якутскому языку. В рамках этого сегодня состоялась презентация первой книги пьес, переведенных на якутский язык заслуженным артистом Якутии Кириллом Семеновым. В книгу вошли 12 лучших пьес из около 30 переведенных за последние десятилетия. Это пьесы классиков русской литературы и известных зарубежных авторов. Я очень благодарен народным режиссерам нашей республики, народных театров и Министерству культуры. Это ихними силами вот книга увидела свет. Дальнейшие планы вот хочу опять второй том его выпустить, потому что у меня там накопилось много за 15 лет работы. Тампонский район в этом году отмечает 90 лет со дня образования. Цикл мероприятий уже стартовал, рассказывает Мария Винокурова. В течение года каждый наслег будет знакомить жителей и гостей со своей историей, замечательными людьми и культурой. Музей северного оленеводства представил композицию, состоящую из чумы и семьи оленевода. Каждый мог зайти и на миг ощутить суровые условия жизни и работы тружеников села Тополиное. Наше село очень далеко находится и занимает большую территорию всего Тампонского района, где живут наши оленеводы, которые до сих пор чтят традиции свои. И, конечно же, каждый мастер, каждая мастерица старается передать свои секреты, свои знания своим детям. Также были представлены экспонаты, свидетельствующие о событиях, произошедших в тампонском наследии. Нашли свое отражение история воздушной трассы Аляска-Сибирь, который знакомит с просветительской деятельностью оленеводов. За каждой фотографией, документом, рукотворными вещами самобытная история самого отдаленного наследия оленеводов. До села Тополиного очень трудно добраться далеко, да, 380 километров. И вот они, сами жители, и музей, получается, привез все свое богатство, как сказать, да, чтобы показать всем жителям района. И это очень большой труд. Неудивительно, что проект «Район, в котором я живу» начинается с тампонского национального эвенского наследия. Ведь именно оттуда берет свое начало история образования Тампонского района. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандга, Тампонский район. Таковы новости к этому часу. До встречи на нашем канале.